касающийся этого парня, все будет в рамках правового поля и закона. Потому что, да, мы с первых дней с его отцом и с его матерью разговаривали. Мать сюда приезжала, мы с ней общались. И она в том числе говорила, что он туда попал случайно, он никак не поддерживает ни Навального, ни тех, кто там находились. Он просто вышел на улицу и оказался в этой потасовке. И таким образом мы все видели, что там происходило. Да? И, ну, естественно, мы не поддерживаем ни его, ни тех, кто выходит не на санкционированные митинги. Естественно, когда мы начали изучать, почему молодой человек, который учился в МГУ, родился в Москве, никогда не был у нас и не знал даже его там, братья по отцовской линии, с ним они не общались даже никогда. Он, живя в Москве, в хорошей квартире, с матерью. Почему это произошло? Этому есть один ответ. Да, как говорит его мать, с кем он живет в Москве, да, она говорит, что он никогда, ну, всегда в семье, никогда не поддерживал, наоборот, поддерживает политику сегодняшнего президента страны Рамзана Ахматовича и то, что у нас делается, и со многими молодыми ребятами, я тоже в том числе общался, с кем он знаком, они все однозначно говорят, что он не поддерживает ни Навального, ни ихнюю, там, в кавычках, политику, которая в итоге приводит к разрушению, к разобщению не только страны, религий, народностей, традиций, обычаев. Поэтому к нему, естественно, если бы у него была бы связь, я уверен, что он бы с нами связался бы и что он с первого дня и пришел бы к нам. Но тот парень, который с ним последний раз был, и у него оборвалась связь, и после этого он китался там, и в Псковской области, где-то там его люди, ну, пограничники увидели, и вот таким образом его остановили, когда в сторону Беларуси он как бы хотел туда куда-то выходить. Поэтому к нему, естественно, все будет, и к нему, и таким, как он, все должно быть законно на основании тех требований правовых, нормативных, закона Российской Федерации. Мы осуждаем тех, кто выходит не на санкционированные митинги. И, естественно, и наш народ, глава республики, все мы, и все, кто живет за пределами республики, однозначно осуждают все эти митинговщины. И зная, к чему, для чего это все делается, это все делается для развала этой страны, в которую мы со своей стороны не допустим. Глава Чеченской Республики, чеченский народ однозначно поддерживает президента страны, политику президента страны и с большим уважением относится к всем религиозным образованиям, традиционным, всем традициям, обычаям любого народа, однозначно осуждаем такие действия. Есть много моментов, которые общественность будет говорить, почему и как, и что. Как будто этот один парень, этот один чеченец, там, мы же видели много, да, таких, как он, там, в этой потасовке и дерутся, и там все что угодно. Естественно, если спросить, что ему не хватало, почему он там оказался, разрушен семейный институт. Муж, жена развелись еще давно. Он жил в Москве, с отцом у него отношений нету, с родственниками, естественно, своими братьями или двоюродными братьями тоже у него отношений нету. И он, как говорится, он делал то, что он считал нужным, наверное. Мать говорит, я ему говорила, не дай Всевышний, ты окажешься с такими людьми или там в незаконных каких-то мероприятиях. Я не для этого его растила. Она говорит, пускай теперь Навальный и эти уроды отвечают за моего сына. Он ни в чем не виноват в ее понимании. Естественно, она говорит, она тоже знает, что перед законом мы все равны. Мы уважаем закон этой страны и политику этой страны. Поэтому мы
все будет видно в ходе расследования, почему, как это все происходило и почему он там оказался. Я так понимаю, вы сказали, что там была эта связь, то есть, скорее всего, он даже не видел ваше обращение, так? Да, если бы он увидел бы обращение, я уверен, больше чем уверен, его друзья это говорят, что он не старался бы там через леса куда-то уходить. У него не было связи, ни интернета, ничего, чтобы посмотреть это обращение и призыв, чтобы он пришел. И мы после этого законным путем, законными мероприятиями хотели этот вопрос разрешить. Как это было бы, если кто-то задаст, как вы это хотели разрешить? Только законным путем. Мы не делаем ничего незаконного и противоправного. Вот все говорят, в том числе его мать, друзья, все, кто этого парня знает, они все говорят, что он не поддерживает эту публику. Мы сейчас не говорим о там тысяче людей, которые оказались обмануты, вовлечены в это, да, а начиная от этого не люди, так скажем, Навального и вокруг него людей, которые призывали нарушать, во-первых, закон. Он открыто сегодня призывал людей нарушать закон. Это несанкционированный митинг. Что мы должны в общем целом понимать? Если мы, жители нашей страны, не будем понимать, не будем видеть сегодня, особенно молодежь, наш призыв сегодня обращение ко всему молодежи, не только Чеченской Республики и чеченцам, а всем нормальным людям, которые придерживаются религиозных ценностей, семейных ценностей, семейного института, духовно-нравственного воспитания, как говорит всегда Рамзан Ахматович. Когда эти принципы нарушаются, происходит то, что происходит. То есть связано с этим парнем тоже та же самая ситуация. Разрушен семейный институт, родители разведены, и он оказался в этой ситуации. И таких, я знаю, много и много, и большинство. А что в этом случае сделать? В этом случае нам нужно сегодня, зная, видя всю проблему глобальную, что творится в мире, и заниматься активно молодежью в соцсетях, чтобы их не обманывали. Мы видим сегодня призывы школьникам говорят, выходите. Но что знает школьник в политике, в социальной сфере, в экономической сфере? Ну что он знает? Ничего. Поэтому уже видно, что Навальный и его приспешники, их хозяева в Америке и Европе, они что говорят им? Обманите молодежь, школьников, все что угодно. Главное, чтобы разрушить Россию, чтобы здесь была война, хаос, беспредел. Мы же в 90-м году оказались в этой ситуации. Сколько разрухи, сколько беспредела в отношении нашей страны происходит. И сегодня в том числе. Но сегодня они не могут так действовать, как тогда. И поэтому они хотят внутри нашего общества вот создать некий вакуум беспредела, беззакония и выполнить свой план. Естественно, какие-то 5-10 тысяч, которые во всей стране выходят, это ничего не решат. Ну, их задача, что хоть что-то сделать, они должны отрабатывать те доллары, те евро, которые им платят. Разные фонды сатанистские, которые не придерживаются семейным ценностям, религиозным ценностям, традициям, обычаям, общечеловеческим нормам. Сегодня глобально идет в целом эта война. И наш президент Владимир Владимирович Путин и все люди, которые придерживаются этих ценностей, и естественно борются с этим беспределом. А им этого не нравится. И вот вся ситуация. Призываем всю молодежь, всю общественность не поддерживать, не выходить на эти митинги, которые не дают нам ничего, кроме незаконного беспредела и хаоса. Поэтому любой, кто окажется в таких ситуациях, он будет отвечать перед законом. Ни с кем шутить никто не будет. Будет он мой родной, мой родственник, соплеменник, там, не знаю, еще кто, он должен перед законом отвечать за свое содеянное. Это для всех. Конституция, закон – это тоже святое для любого человека и гражданина нашей страны. На митинге было очень много таких беспорядных моментов. Почему резонанс вызвал именно инцидент с чеченцами? Ну, резонанс был и не только он, но в основном все хотят предоставить его.
почему? Одного чеченца там как будто больше никого и нету. Но это специальная работа тех людей, тех фондов сатанистских, которые хотят развалить нашу страну, наше общество. Вот эти сайты, вот эти социальные, как скажем, сети, они все один за другим прокручивают это, которые продались им для того, чтобы развалить наше государство и наше общество. Это однозначно, и все мы это понимаем. Любую мелочь там они подхватывают, связанную с Чечней, Чеченской Республикой, с главой республики Рамзаном Ахматовичем. Мы видим это и с санкциями американскими и так далее. Это несправедливость в отношении нашего народа и главы республики. Все знают, что новая Россия, она образовалась тем, что первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, и Владимир Владимирович Путин, они нашли общее понимание, договорились, если мы, Чеченская Республика, чеченский народ, если вы, Россия, Российская Федерация, как глава государства, президент, если вы поддерживаете религию, семейные ценности, обычаи, традиции народа, то на референдуме все будет ясно. И народ, мы помним слова Ахмад Хаджи, когда ему даже предлагали раньше что-то, чтобы подписать, он сказал: нет, если мой народ согласен с такой постановкой вопроса и жить в Федерации, в Российской Федерации, в российском пространстве, обществе, в конституционном образовании и так далее, на референдуме мой народ проголосует, и я буду один из них. Поэтому все не хотят, чтобы мы в целом, как государство, укреплялось, а хотят нас разделять на национальности, на разные вероисповедания, на разные, я не знаю, традиции, обычаи. Они хотят нас разделять, хотят разобщить и в этом случае развалить эту страну. И поэтому очень большая заслуга Ахмад Хаджи Кадырова и сегодня Рамзана Ахматовича и нашего народа в целостности России. И почему она прежде всего? Потому что с президентом во главе и с руководством этой страны однозначно они придерживаются религиозных ценностей, семейных ценностей, семейного института. А вся та глобальная политика в мире, которая против России, она основывается на другом, как мы знаем, да? Для них нету ни религиозных образований, для них нету ни семейных ценностей, для них есть сатанизм, развал, разобщить, разделить и уничтожить, чтобы был хаос и беспредел. Вот что сегодня навязывается нашей стране, и в этой большой политике глобальной мы стоим на передовой. Чеченский народ с Рамзаном Ахматовичем. И этому мы все свидетели. В те санкции, те незаконные мероприятия, которые делают против нашего главы республики и против нашего народа, этим есть доказательство, что сегодня это все делается, и в том числе вот этот момент, который они везде там муссируют, показывают, как будто больше показывать нечего. Лучше бы помогали бы, показывали бы обездоленным, там, где дороги делают, где там помогают больным, малоимущим. Вот этого нигде нету. И нигде никто не хочет это показать. Это уже есть факт, то, что эти люди хотят развалить эту страну, нас разделить. Я уверен, как говорит Рамзан Ахматович, им это не удастся, и мы будем с этим бороться. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.